Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутский колледж связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина – одно из старейших учебных заведений республики. Своими корнями его история уходит в далекое прошлое, когда в 1926 году в Якутске открылась первая школа почтово-телеграфных специалистов. Накануне профессионального праздника работников отрасли связи и Дня радио у нас в гостях в студии Надежда Никулина, преподаватель Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина, отличник профессионального образования республики и почетный работник сферы образования России. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Кем вы работаете в учебном заведении, где готовят специалистов связи? Я работаю в нашем колледже связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина. Являюсь его выпускницей. Сама в 1999 году поступила в этот колледж, окончила его. И вот так случилось, что осталось преподавать. И с 2002 года я преподаватель этого колледжа. Веду связистов в основном преимущественно. Все спецпредметы, касающиеся связи, монтажа кабелей, их обслуживания, их измерений, ну и так далее. А почему вы выбрали в свое время специальность связиста? Чем она вас привлекла? Ну, на самом деле у меня дядя мой, бабушкин муж, он тоже связист, он долгое время работал монтером, сначала на ТЭЦ, в Якутскэнерго, потом на Жатайской станции. И как-то вот он мне так посоветовал: поступай, и работа будет потом. И, в общем-то, видела, как он работает на линиях связи, обслуживает их. Поэтому поступила по его совету, и так вот затянулась. Не стала, конечно, я монтером, оператором, но преподавать осталась в родном колледже. Чем интересна ваша профессия? Ну, на самом деле, профессия техническая, она всегда развивается, всегда что-то новое. Если в 2000 году мы, скажем так, изучали еще какие-то координатные станции, да, цифровые появились, то сейчас это уже оптические линии, их монтаж. Каждый год появляется что-то новое, мы изучаем это новое, внедряем. Оборудование сейчас такое современное у нас, да, поэтому интерес и у нас есть к этому, и у студентов вижу интерес что-то делать руками. Собираем макеты различные в рамках дипломных обычно, но тем не менее очень много проектируем макетов, оснащаем сами кабинет. Интересно у нас. Но вы говорите, что у студентов пользуется интересом направление связистов. Скажите, а актуально ли это среди молодежи, или все-таки к вам в студенты приходят люди более старшего возраста? Ну, на самом деле, поступают после 9 класса ребята, да, то есть это все молодежь, 16 лет. Мы вот в течение 5 лет наблюдаем за их становлением, за их ростом, они становятся такими специалистами. Очень много наших выпускников трудятся на всех предприятиях профильных, да, Артик Телеком, Ростелеком, тот же НВК Сахав, да, очень много наших выпускников. Если о взрослом населении говорить, то это в основном сейчас курсы повышения, потому что заочного обучения как такового уже нет, да, но вот курсы повышения, вот мы года 2 назад обучили 50 специалистов сулусов, мы научили их сварке, оптике, монтажу, то есть вот взрослые люди тоже к нам приезжают учиться. Какие, возможно, таланты открываются у тех, кто идет учиться на связиста? Ой, ну, профессия связиста, она сейчас такая, скажем, универсальная. Он должен быть и айтишником немножко, и бизнесменом. То есть у нас в программах есть и написание бизнес-планов, менеджмент, да, и сама, конечно, специализация связь. И IT немножко мы добавляем, потому что настоящий связист, он сейчас не только кабели тянет, он и оборудование все настраивает, да. Поэтому настоящий связист, он должен много уметь. Вот. И я думаю, что студентам интересно. Плюс мы проводим конкурсы профмастерства, да, среди учащихся, выявляем лучшего каждый год. Потом этот лучший на республику идет, там выявляется лучший, потом на Россию едет. Ну, студенты заинтересованы, конечно. Плюс у нас
Вот мы 3-й год уже обучаем стройотряд. Наши студенты по 15 человек ежегодно участвуют уже в строительстве оптических линий. Да? То есть вот если 2 года назад были очень сильные пожары, наши студенты восстанавливали в Кобяе линии после пожаров. Да? То есть они прям вот уже участвуют непосредственно в этом. Скажите, а кому вы могли бы, как отличник образования, порекомендовать профессию связиста? Ну, вообще, мне кажется, поступить может любой человек, который имеет тягу к технике, да, потому что у нас учатся и девочки, и мальчики. Девчонки у нас тоже очень многие могут работать. Это все сотовые компании, это вся техподдержка, девчонки сидят, да. Мальчишки, ну, понятно, там в основном руками они, конечно, все делают, но есть те, кто и до начальника дослуживается, да, и инженерами становится. Поэтому я думаю, что поступить может каждый, было бы желание. Ну, действительно, я соглашусь с вами в том плане, что главное, чтобы душа лежала к той или иной профессии. Но история колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина берет свое начало в 1926 году. Вот уже скоро будем отмечать вековой юбилей учебного заведения. Возможно, за такой промежуток времени сложились какие-то свои традиции. Да, конечно. Ну, на самом деле годом открытия колледжа мы считаем 1939 год, да, потому что сначала все-таки он был учебным комбинатом, и лишь вот с 1939 года мы как бы празднуем уже памятные даты. Да. Вот, допустим, на 75 лет колледжу было, мы выпускали книгу «Верны своей профессии». В этой книге очень много интересного, вся история фактически, кто был в какие годы директором, да. Вот здесь же описывается биография нашего первого директора Дудкина, в честь которого мы названы. Да? Поэтому вот, при желании можно книгу в колледже, кстати, приобрести. У нас еще они есть. Вот. На 80 лет мы не выпускали книгу, но на 85, я думаю, тоже что-то, может быть, выпустим. Вот. Если говорить о традициях наших, да, то у нас ежегодно мы вручаем 2 стипендии Дудкина, именные студентам, в размере 20 тысяч рублей, 2 студентов получают. Также ежегодно мы вручаем премию Борисова Александра Ильича. Вы, наверное, знаете, что на базе колледжа, на территории колледжа есть сквер, да, Борисову, бывшему министру связи. Вот. Мы вручаем также 2 студентам стипендию его имени в размере 50 тысяч рублей. То есть мы чтим традиции, память этих людей, которые внесли очень большой вклад в развитие связи. Да. Вот. Студентов мы тоже, конечно же, ко Дню связи всегда проводим для них массовые мероприятия ежегодно, квизы, недели связи, вот конкурсы роликов о профессии, всевозможные конкурсы фотографий, ну как они видят себя в будущем, допустим, да, или там преподаватель глазами студента, вот в этом году мы провели, да, поэтому приобщаем всех и рассказываем об истории, показываем интересные фильмы студентам. Вот такие традиции. Если говорить о коллективе, то с коллективом мы ежегодно тоже проводим ряд мероприятий, ездим на природу, конечно же, ко Дню связи. Это наш единственный такой раз в год выезд коллективный, массовый, да, где мы проводим эстафеты, различные конкурсы. Обычно 6-7 мая очень много предприятий связи могут оказаться поблизости. Бывает, мы даже между собой там какие-то устраиваем эстафеты. Поэтому это тоже одна из наших традиций. По профсоюзу связи, допустим, мы состоим все в профсоюзе связи, мы тоже каждый год выпускаем какие-то буклеты, проводим уроки профсоюза, да, для студентов, чтобы они знали, для чего нужен профсоюз, чтобы они в него вступали, когда приходят устраиваться. Да. Наши предприятия, вот по линии профсоюза мы общаемся со всеми, да, Мининновации, РЦИД, Арктик Телеком, Почта России, они все тоже нас поддерживают, они всегда, вот если мы для студентов проводим какие-то конкурсы, они свои фирменные призы, какие-то сувениры нам дают, чтобы мы это студентам вручали. То есть мы таким образом, конечно же, поднимаем престиж нашей профессии. Ну,
Это слышать просто невероятно и, более того, приятно. Надежда Васильевна, ну, также, помимо работы в сфере образования, вы занимаетесь еще и общественной работой, так как вы председатель профсоюзного комитета колледжа. Скажите, вот как там вы задействованы? Ну да, с 2009 года коллектив мне оказал честь, избрал меня председателем правкома. И мы ведем, конечно же, очень большую работу здесь, да, и мы уже третий раз заключаем коллективный договор. То есть мы очень большое внимание уделяем разделу социальной гарантии. У нас очень много выплат там, ну, за бракосочетание, матпомощи, да, путевки. Одна из выплат таких, выплаты за выслугу лет мы сделали, да, то есть когда человек в колледже долго работает, мы повышаем эту выплату ежемесячную. Также у нас есть выплаты ветеранам, когда они уходят от нас на пенсию. У нас есть ветераны, которые, вот Павлова Мира Евгеньевна, да, наш ветеран, почти 60 лет стаж работы, Валентин Михайлович Киселев тоже 50 с лишним лет, да, и мы думаем о них, и, конечно же, когда такие люди уходят на пенсию, мы вот в колдоговор включили, что за каждый отработанный год по 1000 рублей мы будем выплачивать, то есть если большой стаж, то получается достаточно неплохая выходная сумма, да, такая вот. Поэтому это тоже как плюшки такие в колдоговоре. Ну и также мы, конечно же, правком участвует во всех заседаниях, там, наградных комиссиях, премиальных, это само собой, оказываем матпомощь, помогаем друг другу в коллективе, организуем все мероприятия для коллектива. То есть, ну, такие вот как бы стандартные задачи профсоюзные. Ну, я с вами не соглашусь, стандартные задачи. Это же как раз говорит о том, что вы очень хорошо относитесь к своему рабочему коллективу и заботитесь о тех, кто у вас работает. Надежда Васильевна, вот все-таки вы пришли к нам по такому поводу, что вот уже 7 мая будем отмечать День связиста, День радио. Какие у вас, ну, вы отметили, что бывает так, что пересекаются те или иные коллективы на каких-то общих территориях, но вот как будете отмечать? Ну вот опять же на 6 мая мы запланировали выезд коллективом. Пока, ну, думали о совместном выезде с Мининноваций, но пока тут тоже под вопросом, потому что все-таки коллективы, они сформировались уже у многих, да, каждый хочет своим коллективом куда-то выехать, но бывает, что мы все-таки компонуемся. Поэтому пока вопрос решаем, возможно, с кем-то, возможно, сами по себе поедем, но однозначно это будет массово, это будет весело, это будут какие-то награждения за текущий год, это будут какие-то игры, конкурсы, как обычно, шашлыки, конечно же, поэтому такое вот проводим. Какие у вас будут поздравления своим коллегам в сфере работников связи, в радиоотрасли? Ну, девиз нашего колледжа и нашего профсоюза, да, профсоюз связи всегда на связи, колледж связи всегда на связи. Пожелания, конечно же, в такое нелегкое время мирного неба всем над головой, да, чтобы был мир на земле, чтобы пандемия нас снова не застала, вот только-только начинаем возобновлять все эти мероприятия, да, после пандемийные. Поэтому хочется, конечно, пожелать всем здоровья, процветания, успехов. Нашим студентам, конечно же, в этом году выпускается несколько групп. Успешно сдать демо-экзамены, выпускные экзамены. Преподавателям нашим в отпуск успешно сходить, отдохнуть, набраться сил, чтобы к сентябрю быть всем свеженькими, отдохнувшими, веселыми. Новые люди придут, новые студенты, нужны нам силы, конечно же, всем. Поэтому всех с праздником, с наступающим, всем здоровья, счастья. Благодарю вас, Надежда Васильевна, что стали гостью нашей студии. Спасибо вам за очень интересную живую беседу. Можно вам конфетки подарить от Почты России? Благодарю вас, Пожалуйста. очень приятно. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.